смотрите очередной выпуск «На страже», в студии Вера Макарова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Дети – жертвы ДТП. Соблюдайте требования госавтоинспекции. Темные дела в музее. Кто ответит за хищение 40 миллионов рублей? Охота на лося. Браконьеры попались, выставив видео в социальные сети. Пиво несовершеннолетнему. Какая ответственность ждет нерадивого продавца? Нелегальный мигрант. Полиция города Якутска провела оперативно-профилактическое мероприятие. Мошенники не дремлют. Как уберечь себя от их незаконных действий? А теперь обо всем подробнее. С начала года на дорогах Якутии зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия с участием детей до 16 лет, в результате которых 3 ребенка погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести. Сколько бы ни говорилось об опасности перевозки детей в дальние поездки, и родители, и педагогические работники продолжают нарушать правила перевозки групп детей, отправляя их на автомобилях, не отвечающих требованиям. Что говорит по этому поводу госавтоинспекция Якутии? Поездки школьников организуются регулярно и существуют специальные правила перевозки групп детей, которые обязаны соблюдать все лица, назначенные ответственными за перевозку. Во-первых, понадобится специальное транспортное средство. Их особенность состоит в том, что они имеют специальные приспособления и система для повышенной безопасности маленьких пассажиров внутри. Снаружи имеются распознавательные знаки, которые свидетельствуют, что в салоне находятся дети. Во-вторых, при планировании поездки не забывайте информировать госавтоинспекцию. В случае необходимости сопровождения автобуса дополнительно подается заявка на сопровождение в местное отделение ГИБДД. Срок ее подачи не менее чем за 10 дней до поездки. Реальную помощь в предупреждении нарушений и их последствий при организованной перевозке детей могут оказать родители. Если планируется поездка вашего ребенка, не стесняйтесь спрашивать у администрации, педагога, руководителя поездки о наличии специального детского автобуса, режима движения, сопровождающих лицах, согласования маршрута с госавтоинспекцией. Если столкнулись с нарушением, проинформируйте госавтоинспекцию района либо управление ГИБДД. Ну и, конечно, при несоблюдении организаторами или руководителями правил перевозки детей, от такой поездки обязательно нужно отказаться. Напомню, что административный штраф за нарушение правил перевозки детей для водителей составляет 3000 рублей, для должностных лиц – 25 тысяч, а для юридических лиц – 100 тысяч рублей. Госавтоинспекция призывает педагогов, родителей, администрации образовательных учреждений строго соблюдать все правила организованной перевозки детей. В Национальном художественном музее Якутии сотрудники полиции раскрыли схему хищения около 40 миллионов рублей. Следователями следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по республике в отношении должностных лиц этого музея возбуждено и расследуется уголовное дело по подозрению в мошенничестве. В результате реализации оперативной информации установлено, что заместитель директора по финансово-экономическому развитию, начальник общего отдела и ведущий бухгалтер учреждения культуры, используя свои должностные полномочия, распределяли сэкономленные по итогам месяца денежные средства фонда оплаты труда между собой. Тем самым они совершили хищение около 14 миллионов рублей. Также указанные лица в период с ноября 2013 года по май 2017 года фиктивно трудоустраивали своих родственников в данное учреждение и незаконно перечисляли заработную плату на их счета, которыми сами распоряжались. Действуя подобным образом, они совершили хищение более 26 миллионов рублей. Таким образом, подозреваемые похитили бюджетные денежные средства в общей сумме около 40 миллионов рублей. В отделении полиции по Абыйскому улусу поступило заявление от Министерства охраны природы Якутии о том, что в социальных сетях распространяется видео с фактом незаконной добычи 2 особей лося. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены подозреваемые в совершении этого преступления. Ими оказались 2 жителей поселка Белая гора в возрасте 54 и 43 лет. Выяснилось, что в конце прошлого года на участке местности Каркастах в 200 километрах от поселка Белая гора один из подозреваемых, используя принадлежащий ему карабин, незаконно добыл 1 особь лося, а затем передал оружие своему приятелю, который застрелил 2-го лося. Мужчины не сразу сознались, что на видеозаписи изображены именно они, однако полицейскими были предъявлены доказательства об их причастности к совершению данного преступления. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная передача оружия» и «Незаконная охота». В одном из питейных заведений продают алкоголь несовершеннолетнему.
Такое сообщение поступило на пульт дежурного полиции города Якутска. На место выехали участковые. Кроме того, что само сообщение подтвердилось, в баре были выявлены и другие нарушения. К примеру, пиво при продаже нужно было открыть. Как мы видим, вот в данном торговом объекте продали лицу, не достигшее совершеннолетия. Это одно из самых частых правонарушений. Также данные правонарушения в торговых объектах совершаются такое правонарушение, как продажа алкоголя на вынос. Данная продукция должна употребляться в том месте, где она была куплена, и также должна быть скрыта. Для оформления протокола об административном правонарушении необходимы документы, и даже их на месте не было. И это только часть выявленных нарушений. В данном заведении отсутствует уголок покупателя и нигде не вывешены предупреждающие знаки, что лицам до 18 лет нельзя продавать алкогольные. Хозяевами общепита на это было только одно объяснение. Мол, открылись они совсем недавно и пока не вдавались в тонкости такого бизнеса. Начали как бы опыта мало, понимаете, и будем делать. Такие заведения зачастую бывают настоящими рассадниками преступности. 2017 год завершился ростом преступлений, совершенных в состоянии опьянения на 1,5%, а в первом квартале текущего года уже возбуждено 70 уголовных дел. Предприниматели заинтересованы, чтобы реализовать как можно больше алкогольной продукции, да, поэтому, допустим, если в европейских странах там отпуск алкоголя перебравшим спиртные напитки посетителям как-то прекращается, ограничивается, да, то у нас это вот вообще никак не контролируется. Впрочем, можно ли говорить о культуре питья, когда хозяева заведений не соблюдают даже элементарных правил при открытии подобного бизнеса? В Якутске с 5 по 10 апреля прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». Миграционная полиция проверила более 450 иностранных граждан, основная часть которых исправно соблюдает правила пребывания на территории Якутска. Однако у около 20% проверенных были выявлены нарушения. Нами проверено 267 объектов. В основном это объекты бытового обслуживания, общественное питание, строительство. И проверено более 50 жилых домов, где в основном пребывают иностранные граждане. Выявлено 85 правонарушений. По 11 иностранным гражданам принято решение об их выдворении за пределы Российской Федерации. Рейды проводились с 5 по 10 апреля. Подавляющее количество составленных протоколов по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях, куда входят такие нарушения, как отсутствие документов или несоблюдение сроков их подачи. Она предусматривает штрафы до 5000 рублей или выдворение за пределы России. За прошедшую неделю было выявлено 6 различных эпизодов мошенничества. Все номера, с которых звонили злоумышленники, зарегистрированы в других регионах. Вот простые правила, чтобы уберечь себя от банковского и мобильного мошенничества. В наши дни активно растет процент преступлений, связанный с кибермошенничеством. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, владельцам банковских карт нужно придерживаться следующих правил. Не сообщайте незнакомцам номер своей карты. ПИН-код, СМС-код и код безопасности карты сообщать нельзя никому, в том числе родственникам. Оставили карту без присмотра, задумайтесь о перевыпуске карты. Никогда не записывайте ПИН-код на самой карте. Помните, что сотрудники банков и иных организаций не совершают звонков и не отправляют СМС-сообщений с целью уточнения данных карты клиента. Во избежание мошенничества с использованием вашей карты требуйте проведения операций с ней только в вашем присутствии. Не позволяйте уносить карту из поля вашего зрения. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели итоговый обзор «На страже». С вами была Вера Макарова. И помните, за каждое преступление наступит наказание.